На ТНВ субботний выпуск новостей Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. Вот о чем пойдет речь в этой программе. Сегодня в Московском Кремле особенный день. Золотые звезды нашли своих героев. Среди особо отличившихся Минтимир Шаймиев. На торжественной церемонии побывала Дина Газалиева. Президент России дал добро. Мы планируем создать специальный фонд. В Татарстане создадут фонд поддержки пострадавших вкладчиков. Об этом Александр Севастьян вам. Уже второй сторожевой. Будет надежно выполнять задачи пограничной деятельности в дальневосточных морях. Когда на воду спустят еще одного охранника, и в чем уникальность. Адель Кламиц. Жизнь после ГРЭС. Мы приостанавливаем работу всех генерирующих мощностей. Что теперь согреет Урусу, выяснял Дмитрий Аринин. С этого дня героев труда в России стало на 5 человек больше, и теперь их на всю страну 25. Золотая звезда из рук Владимира Путина засияла сегодня на лацкане пиджака Минтимира Шаймиева. В Татарстане он первый герой труда России. Звание присуждается за особые трудовые заслуги перед государством. С церемонии награждения репортаж нашего собственного корреспондента в Москве Дины Газалиевой. Золотые звезды героев. Сегодня в Московском Кремле особенный день, в канун 1 мая. Звание Героя труда Российской Федерации, учрежденное Владимиром Путиным 4 года назад, вручили 5 нашим соотечественникам. В их числе и государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев. Поддержать своих близких в такой ответственный момент приехали родственники и коллеги. Минтимира Шаймиева также сопровождали члены семьи. Не остались в стороне и те, кто уже имеет звание Героя труда. Поздравить лично госсоветника Татарстана приехал Иосиф Кобзон. Рад, что он отмечен, и рад, что он здоров и готов принять участие в любых таких миротворческих мероприятиях, которые проводит Россия. Церемония награждения традиционно проходит в Екатерининском зале Московского Кремля. Врач из Краснодара, лесничий из Якутии, слесарь-монтажник, художественный руководитель театра. Для каждого из героев этого дня Владимир Путин нашел самые теплые слова. Имя Минтимира Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Выстраивая новую Россию, многие наши действия, предложения, возможно, они звучали по-новому, но я благодарю особенно за то терпение, за то понимание, и в конечном счете жизнь показывает, что мы были на правильном пути. И после церемонии гости долго не расходились, обсуждали с президентом и друг с другом сегодняшние события, принимая поздравления от близких и друзей. Оценка, как Татарстан развивается, созидает, это уважительное отношение и признание заслуг нынешнего руководства Татарстана. Это уважение именно к республике, к его истории, к нашему народу, потому что вчерашний первый руководитель удостоен такого высокого звания. Такого в истории Татарстана не было. С сегодняшнего дня в России всего 25 героев труда. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ирашов, Владимир Зуев, ТНВ, Москва. И буквально час назад самолет с Минтимиром Шаймиевым приземлился в аэропорту Казани. Героя труда встретили с большой командой правительства Татарстана. Прилетел государственный советник республики в хорошем настроении. Пиджак украшал нагрудный знак отличия «Заслуженная звезда». В помощь обманутым дольщикам и пострадавшим вкладчикам в Татарстане появится новый фонд. Пополнять его будут за счет крупных инвестиционных земельных участков. Выручка пойдет в счет конкурсной массы. Какова схема и когда начнет работу? Тему продолжит Александра Севастьянова. Я хочу заявить о том, что с целью поддержки юридических и физических лиц,
которые пострадали от деятельности кредитно-финансовых учреждений. От деятельности недобросовестных кредитно-финансовых учреждений и нечистых на руку застройщиков. В Татарстане создадут специализированную организацию «Фонд поддержки». Ему передадут крупные инвестиционно-привлекательные земельные участки для комплексного освоения. Эти земельные участки нам позволят сгенерировать поступление денежных средств от коммерческой деятельности. В свою очередь, данные средства мы планируем направить на компенсацию потерь как раз клиентам банков, которые сейчас у нас находятся в стадии банкротства, и клиентам тех компаний, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Об этой инициативе еще в среду Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину и получил одобрение. Ситуацию в банковском секторе республики и проблему обманутых дольщиков обсудили на плановой встрече в Московском Кремле. Конечно же, нам придется найти механизм. Мы вот планируем создать специальный фонд, который той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, значит, оказать поддержку. Выручка от инвестиционных земельных проектов пойдет в счет конкурсной массы. Что касается непосредственно выплат, их проведут по результатам конкурсного производства. Условия и порядок сейчас прорабатываются. Я хочу обратить внимание на то, что у нас предметно будет прорабатываться вопрос для того, чтобы конкурсная масса, которая образуется в результате банкротства банков, она с максимальной эффективностью была реализована. С помощью фонда консолидируют всех клиентов банка. Это позволит собрать единые требования и максимально эффективно реализовать конкурсную массу. Первоначально деятельность организации будет направлена на поддержку вкладчиков Татфондбанка, Интехбанка и ТФБ Финанс. Затем категорию расширят. Сейчас идет подготовка необходимых документов. В мае проект представят в Госсовете. Александр Севастьянов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Президент Татарстана прибыл сегодня с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Посетил завод «Климов» по производству газотурбинных двигателей. Рустам Минниханов и исполнительный директор предприятия Александр Ватагин обсудили совместные проекты. Новейший в истории судостроения России и не имеющий аналогов в мире. Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького заложили новый корабль. Кодовая серия «Океан». Судно сконструировано специально для пограничников и способно участвовать в масштабных боевых операциях. На охрану каких берегов отправится корабль и когда, об этом Аделя Коломиец. Через Финский залив в Мурманск полярная звезда служит в пограничном управлении ФСБ. Построили ее зеленодольцы. На носу артиллерийская пушка. Есть вертолетная площадка от Мурманска до Мадагаскара. Доедет без заправки, но такое расстояние преодолевать не нужно. Скоро на помощь приплывет еще один пограничный сторож. С вами закладываем очередной корабль. Необычный, который уже созрел, повзрослел. Более 1,5 лет разрабатывался проект «Второй сторожевой корабль». Завод Горького строит специально для береговой охраны по спецзаказу. Корабль напоминает зарубежный дорогой автомобиль с гибридным электродвигателем. Понимаете, да? То есть, когда он идет на маленькой скорости, работает только его электрическая установка, то есть малые дизель-генераторы. А когда он идет на полном ходу, то работают его главные дизеля. Внутри второго сторожевого корабля, в отличие от первого, будет полностью стоять отечественное оборудование. Экипаж рассчитан на 45 человек. Кстати, в длину этот гигант достигает 95 метров, высоту около 4 этажей. Сдать «Океан» планируется в начале 2019 года. Главная задача – охрана исключительной экономической зоны океана ледового класса. Дальность до 12 тысяч миль. Судно работает автономно 2 месяца. Когда нам дают заказы, когда совместно с нами работают, это, конечно, очень здорово. Значит, завод живет, значит, мы развиваемся и идем вперед. Корабль также сможет участвовать в аварийно-спасательных операциях, тушить на судах пожары, бороться с терроризмом и пиратством. Адель Коломиец, Рамзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольск. В ночь с 30 апреля на 1 мая, то есть в воскресенье, Русинская ГРЭС прекратит работу. Она прослужила более полувека, теперь не соответствует требованиям времени. Предприятие на стадии банкротства. Чтобы к зиме не остаться без тепла, жители должны перейти на индивидуальное отопление. Однако большинство русинцев, кажется, ждут чуда. О том, что его не будет, Дмитрий Аринин. Ильдар Фархудинов на Урусинской ГЭС трудится уже более 30 лет. Именно на его смену выпало закрытие. Это ему нажимать на кнопку «Стоп». Да, наша смена попадает. Будем мы отключать, останавливать ГРЭС. Пальцы поднимется рука? Ну вот, будут дрожать, наверное. За 70 лет оборудование ГРЭС устарело настолько, что сейчас это уже не конкурентоспособное предприятие. Сейчас X наступает у нас
в конце апреля, 30 числа, мы приостанавливаем работу всех генерирующих мощностей. Людей большую часть из 169 человек, которые у нас есть в штате, они около 120 человек будут уволены. Всем уволенным 3 месяца будут выплачивать компенсацию, и параллельно местные власти будут подыскивать новые места работы. Благо, вакансии в районе есть. Часть людей останутся трудоустроены из работников. Уже в состав Татнефти они перейдут, а остальные будут трудоустраиваться на местные предприятия. Уже есть, по-моему, варианты. Да, вариантов есть, вариантов много. С закрытием ГРЭС встает вопрос отопления. Местным жителям давно советуют перейти на двухконтурные индивидуальные котлы. Сейчас в Урусу 142 жилых дома, и в них более 3000 квартир. 2000 уже написали заявление на установку, остальные не спешат. Газ все-таки переходите вы, да? Вы согласны? Ну а почему не согласна? Что я? Другое лицо? Многие люди у нас решили переходить на котлы другого образца, не газового, к примеру, электрического. Сейчас посмотрим, сравним, что будет более выгодно, там решим. Сейчас говорят, это же новшество. Даже в Казанда в многоэтажных домах, говорят, есть. Урусу не первый поселок, где ставят двухконтурные котлы. Такое отопление в республике уже применяется в 17 районах. В каждом доме у нас закреплены ответственные, которые объясняют и разъясняют населению, в чем преимущество индивидуального отопления. 245 квартир, они уже сегодня с газовым отоплением. И они себя очень комфортно чувствуют. Эта пенсионерка как раз одна из таких жителей. Те, кто с котлом, ощутили тарифную разницу. Удобно, выгоднее стало? Ну, конечно, выгодней. Мы, во-первых, меньше платим, это раз. И, во-вторых, прямо раз, и у нас газовое хозяйство рядышком, идем и платим. Установить котел стоит 100 тысяч рублей. Поэтому жильцам предлагают оформить лизинг на 7 лет. Получается, в месяц нужно будет платить чуть более 1000 рублей. Система теплоснабжения дома – это общий механизм. Нельзя просто взять одну квартиру из этого дома и сделать ее по-своему. В целом дом надо переделать и полностью, чтобы 100% жители в доме были за. Газопровод в поселке уже проведен ко всем многоквартирным домам, то есть дело остается за решением самих жителей. Дмитрий Аринин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Ютазинский район. Пустили на запчасти. Сегодня изменились правила ОСАГО. Теперь владельцы машин после аварии будут получать не деньги, а ремонт. Бампер, колеса или кузов им должны поменять за месяц. А добропорядочным водителям правки в ОСАГО сулят и скидки. Как восприняли противоречивые изменения сами автолюбители, спросил Рамиль Шайдуллин. Две машины на дороге или на обгон, или по тормозам. Так возникают аварии и новые гражданско-правовые отношения между виновником и пострадавшим. Еще вчера последний мог получить деньги, но с изменениями в автостраховании рассчитывать на это почти не приходится. Если раньше после аварии водителю платили рублем, то теперь по ОСАГО это будет крайне редко. Ему заплатят, но не материально, а натурально, не деньгами, а запчастями. В автомастерских привычный темп. Еще ни одной машины на обязательную замену деталей. Но скоро придется крепко думать. Если в аварию попало 20-летнее авто, где взять новые бампер или крыло? Искать обяжет договор со страховщиком. Придет клиент и не откажешь. В принципе, я с ними согласен. Вот. То если только нам позволят самим выбирать тот сервис, где мы будем ремонтировать машину. По новым правкам выбора мало. Страховщик даст на выбор лишь несколько техстанций. В другие СТО путь закрыт. Водители уже против. Чинить машину придется вслепую. Чем куда-то поеду в шарашную контору и буду там какие-то делать... Это может под цвет краску не подойти. Это же все за много зависит же. Удобнее, считают водители, получить деньги. Получил деньги, оплатил услуги. По новым правилам возможно и такое, если новые запчасти страховщику не по силам. Если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то ремонт обязателен. Если нет, то выплата производится деньгами. Правки рождают и новые лазейки. По ним запчасти положено ставить только новые, даже если машина старая. Что может породить и новые подставы, считают автовладельцы Татарстана. Я думаю, здесь другой рынок возникнет. Во-первых, эти мошенники, с которыми страховщики якобы так сильно борются, они просто сейчас будут действовать по-другому. Они сейчас будут просто старые машины ремонтировать новыми запчастями. Случись авария сегодня, кому-то повезет больше. Запчастей ждать только тем, кто договор ОСАГО заключит, начиная с сегодня. А если страховка уже была, гарантируется возмещение в рублях. Рамиль Шайдуллин, Данил Вилатов, ТНВ, Казань.
Взятка в десятки миллионов. Сегодня арестовали депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина. Решение вынес Советский райсуд Казани. Надыр Хайруллин подозревается в даче взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, речь идет о 24 миллионах рублей. Предложенных должностных лицам арестованный гендиректор общества «Мой Дадыр Казань». Спортбанком с этого дня будет управлять временная администрация. Неделю назад банк приостановил все операции по счетам клиентов. А теперь введен трехмесячный мораторий. Что сейчас происходит в отделениях банка и чего ждать вкладчикам, знает Лина Зинатуллина. За счет на момент невозможно быстрее слезть. Пришел за деньгами, уходит ни с чем. Ильнуру Мауликееву на счет в Спортбанке приходила зарплата. Но в этом месяце своих денег он так и не увидел. Банк приостановил все операции по счетам клиентов. Перевели аванс, хочу его снять. Прихожу, говорят, что все. Все счета закрыты, то есть операции никакие не производить. В центральном офисе Спортбанка сегодня, как ни странно, на редкость спокойно. Судьбу своих денег клиенты предпочитают узнавать по телефону или в интернете. А вкладчикам, все же дошедшим до банка, выдают вот такие брошюры о том, как и когда получить страховые возмещения. А вот к банкоматам даже не подойти. Клиентов встречает запертая дверь. Карты перестали обслуживать. У меня студенческая карта была. Там деньги остались. Хотел сегодня взять, а закрыто. С этого дня трехмесячный мораторий и полгода под управлением временной администрации. Ей стало агентство по страхованию вкладов. В случае страховой и по данным агентства выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 мая. Это касается сумм не более 1 400 000. А первым делом временная администрация обследует финансовое положение банка. Безусловно, это было связано с паникой, начавшейся с проблем Татфондбанка. Естественно, это вызвало волну недоверия к республиканским банкам вообще, которая вылилась и в отток средств вкладчиков из Спортбанка. Теперь, по мнению экспертов, дело за решением и финансовым отчетом АСВ. Не исключают, остается шанс, что после полугода работы временной администрации банку разрешат продолжить деятельность. Банков-агентов должны объявить не позднее 5 мая. Лина Зинатуллина, Марат Зайдуллин, ТНВ Казань. Документы переписать. Это новости Татарстана, и вот о чем речь далее. Спасение озимых после зимовки. Сейчас они как можно больше нуждаются в уходе. Сколько удобрения закоплено и как их носить? Об этом Альбина Минибаева. Чистокровные лошади и самые опытные наездники. Вперед выходит экспорт по финишной прямой. На открытии скакового сезона в Казани побывал Сергей Хайдаров. Документы переписать, решение пересмотреть. Конституционный суд республики сегодня встал на сторону жителей села Белкино Пестричинского района. Напомним, месяц назад мы уже рассказывали о том, что они обратились в суд. Считают, что некоторые положения устава района и постановления исполкома не соответствуют Конституции. И такие изъяны в документах позволили районным властям реорганизовать школу в их селе, то есть сделать ее филиалом школы Валерина-Кокушкина. При этом, как настаивали истцы, мнений жителей Белкина и педагогов не учли, а они были против. Очень довольны сегодняшним решением суда, очень довольны и надеемся, что в дальнейшем нашу школу вернут. На полях начали спасать и подкармливать озимые. После тяжелой зимы одни растения начали пускать новые корни, а вот некоторые так и не могут проснуться. В 15 районах республики аграрии приступили к посевным работам. Альбина Минибаева о том, как подкормить озимые, чтобы получить хороший урожай. Все молодые вот эти вот. Вот видите, какие молодые корни. Возрожденные озимые после 160 дней зимы растения пытаются прийти в себя. Погодные условия предыдущих недель сдерживали их. У нас еще озимые, хотя освободились из-под снега, только-только тронулись в рост. Поэтому сейчас они как можно больше нуждаются в уходе. Это в подкормке, в барновании. Стресса в этом году для растений было достаточно. Холодная осень, поздняя весна и ледяной дождь в апреле оставили свои следы. Это только на первый взгляд все озимы одного и того же зеленого цвета, и состояние у них одинаковое. Но если приглядеться, то даже на одном поле они по-разному пережили зиму. Вот, например, эти растения были покрыты большим и толстым слоем снега, а вот рядом с ними они были покрыты просто-напросто наледью. Лед растаял и срезал все листочки.
Теперь на полях снова белая россыпь, только вместо снега удобрения азотные и фосфорные. Первые должны подпитать растения, другие удобрить землю перед посевом. Аграрии минеральные удобрения закупили на 40% больше, чем в прошлом году. 66 килограммов на гектар. Остается только грамотно их распределить. Можно внести разом 2 центнера, можно внести 1 центнер подкормки. Просто нужно определиться, продиагностировать эти растения, понять, сколько им надо необходимо в этот момент. Поэтому агрохимики и измеряют уровень азота. И чтобы определить средний показатель, нужно пропустить через прибор минимум 30 листочков. Работы должны выполнить быстро. Именно сейчас решается, какой урожай получим в конце сезона. Альбина Минибаева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Село в огне. Сегодня в Нижнекамском районе в деревне Сарсазбли загорелись постройки. Огонь на них перекинулся от вспыхнувшей неподалеку травы. Распространение огня пожарным удалось остановить, но бани и сараи сгорели. Напомним, до 15 мая в республике действует противопожарный режим. Нельзя разводить костры и жечь траву. По деревне ни одной колонки нету. Если вот так вот коснись, даже негде эту воду брать. Откуда ее будешь бегать брать? Потому что экономят все. Снова на коне. Сегодня на Казанском ипподроме стартовал скаковой сезон. Чтобы проверить свои силы после долгой зимы, съехались лучшие наездники-скакуны со всей России. Здесь спортсмены из Москвы, Самары, Оренбурга, Казани и других городов. Призовой фонд соревнований составил 500 000 рублей. Чьи лошади самые быстрые, решил узнать Сергей Хайдаров. Вперед выходит импакт по финишной прямой. Чистокровные арабы и англичане. Эти породы лошадей профессионалы считают самыми быстрыми и выносливыми. Такого же мнения и Мирзабек Кабышев. В спорте он 15 лет. Именно на английской лошади по кличке Импакт он легко победил в самом первом заезде сезона. Сегодня они лучшие. Но вот жеребцы президента Чечни Рамзана Кадырова в будущем могут составить серьезную конкуренцию, говорит он. Кадыровские лошади вот сейчас в дороге должны сегодня вечером, наверное, уже будут в Казани. Вся Россия, кто занимается скачками, разводят эту породу. Импакт, Космос и Дембель. Клички лучших лошадей сегодня звучали неоднократно. Такой креативный подход к прозвищам повеселил зрителей. Сегодня все 12 заездов на одном дыхании. Открытие скакового сезона в Татарстане – это отличная возможность для наездников и лошадей проявить себя. Каждый заезд здесь очень важный, но самый престижный считается 5-й. Именно победители этого заезда смогут принять участие в скачках на приз президента Республики Татарстан. Скачки на приз Рустама Минниханова лишь одно из мероприятий будущего сезона. В этом году Казанский ипподром примет и зарубежных спортсменов. Причем зрители на такое зрелище не потратят ни копейки. Будут проводиться скачки и бега каждую пятницу. Начало в час дня. Вход всегда бесплатный. Последние 2 года у нас стали проводиться скачки, учрежденные шейхом Арабских Эмиратов с участием спортсменов из 10 разных стран. В этом году планируется проведение уже 2 таких скачек. Призовой фонд сегодня 500 000 рублей. Впереди Казанский ипподром ждут новые старты. Спортсмены надеются на призовые места и на то, что свои места на трибунах займут и множество зрителей. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ Казань. Далее в эфире программа «Вызов-112». Не рассчитал градус, нетрезвый водитель не вписался в поворот и протаранил припаркованные автомобили. Все подробности через несколько минут. Далее выпуски о спорте, о погоде и до встречи на ТНВ завтра. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы снизили для вас процентную ставку. Ипотека всего от 8% в новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ-Инвест. Доверьтесь нашему опыту. «Шевроле Нива» – надежный внедорожник с постоянным полным приводом, созданный для самых сложных дорожных условий. Успейте обменять свой автомобиль в КанАвто на новый «Шевроле Нива» с выгодой до 60 000 рублей. КанАвто. Мое призвание – доставлять людям удовольствие и хорошее настроение. Радость для меня – видеть, как преображаются женщины. Самая большая награда – это овации благодарных зрителей. И овации, и цветы. А секрет нашего успеха в умении содержать и дом, и дела в порядке. В полном порядке у этих успешных женщин и с оплатой счетов за газ, основой уюта их домашнего очага и благосостояния. Помочь кому-то иногда так просто. Протянуть руку, разделить трудности, сделать мир лучше. Казань-Оргсинтез.
Химия добра. Весна пришла, все тайное стало явным. Выходите на улицу, в парки и скверы, берите инструменты, давайте уберем за зимой. Эковесна 2017. Весна пришла, и вы приходите. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. Пятерочки. Пенсионерам скидки на продукты и напитки. По понедельникам скидка 10%. Пятерочка выручает! КАМ «Энергостройпром» – одно из крупнейших предприятий по производству железобетонных изделий в России. Более 3000 наименований. Модернизированное оборудование, современная аттестованная лаборатория, строгий контроль качества на всех этапах производства. Вот секреты нашего железобетонного преимущества. Продукция поставляется в любую точку России и ближнего зарубежья. КАМ «Энергостройпром» – это стабильность, качество, надежность. Межрайонный центр глазной хирургии Хузангаева. Современные технологии лечения катаракты, глаукомы, патологии сетчатки, детских глазных заболеваний. Азино Авто берет курс на снижение цен на автомобили «Лада». Весь апрель новая «Лада» от 329 900 рублей. Убедитесь в этом сами. Приезжайте в Азино Авто. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Общественный транспорт не будет останавливаться у Казань-арены в день матча Рубина и ЦСКА. Такое решение связано с требованиями ФИФА об обеспечении безопасности. Движение общественного транспорта ограничиваться не будет, однако проезд будет осуществляться без остановки у стадиона. Предусмотрены остановки Адаратского и ветеринарный институт, отмечается в сообщении ГИБДД. Во избежание неудобства для болельщиков властями будут организованы перехватывающие парковки у торгово-развлекательных центров города. Там любители футбола смогут оставить свои автомобили на время матча. Напомним, игра Рубина и ЦСКА станет тестовой встречей Кубка Конфедерации и пройдет на Казань-арене 17 мая. Попасть на игру любой желающий сможет бесплатно. Для этого нужно лишь оформить паспорт болельщика Кубка Конфедерации, вместе с которым вам вручат билет на игру. Тем временем хоккеисты Акбарса провели матчи за свои сборные. Несмотря на поражение России в овертайме от шведов, Владимир Ткачев может занести игру себе в актив. Он провел самый результативный матч за национальную команду и набрал 3 очка. Все 3 шайбы российской команды организовал хоккеист Казанского клуба. Интересно, что эти голы забили игроки Магнитогорского «Металлурга» Сергей Мазякин и Виктор Антипин, против которых Ткачев играл в плей-офф КХЛ. Сборная России проиграла со счетом 3-4, хотя вела 2-0 и 3-1. Кроме этого, Тохтама сыграл за сборную Финляндии. Его команда тоже вела 2-0, но не удержала победу. А Иржи Секач вышел на игру в форме сборной Чехии. Напомним, что Акбарс продлил контракты с Охтама, Малыхиным и Чибисовым. И в завершении к новостям водного пола. Настоящую сенсацию на Кубке России сотворила молодежная команда «Синтез-Вор». Наши ребята выиграли у московского «Динамо». То, что не удалось сделать основной команде, сполна компенсировали дублеры. Отметим, что «Синтез» во втором туре проиграл команде Марата Закирова. А коллектив училища Олимпийского резерва взял реванш и отомстил за старшего брата. Игра завершилась со счетом 11-9. Таким образом, молодежка помогла основной команде занять первое место в группе «Б». «Синтез» был сильнее команды «Динамо Астрахань» 10-3. А в четвертьфинале обыграл ВМФ из Санкт-Петербурга. Завтра на турнире полуфиналы и матчи за 5-е места. Ближайшие поединки пройдут во Дворце водных видов спорта. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде. В предстоящие сутки погода в районах Татарстана будет отличаться. В одних будет по-летнему тепло, а в других холодный атмосферный фронт понизит температуры и принесет осадки. На юго-востоке тепло и без осадков. Ночные температуры +8, днем около 20 градусов выше нуля. На северо-востоке в ночное время возможен дождь +20. Днем столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. На севере Татарстана переменная облачность временами с дождем. Ночные температуры около 7 градусов
градусов тепла, днем плюс 12-14. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси облачная погода с прояснениями. Синоптики обещают дожди. Ночью около 5 градусов выше нуля, днем плюс 14. А вот на юго-западе без осадков и очень тепло. Ночью плюс 7, днем до 22 градусов выше нуля. В центральных районах, в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7, днем до 20 градусов со знаком плюс. В последующие дни умеренно теплая погода в республике сохранится. Дождей не ожидается. Ночью в Казани без осадков плюс 6, плюс 8. Днем 15-17 градусов тепла и к вечеру возможен дождь. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 82%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.